ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Четверг, 10:00. Пресс-конференция с руководством Ухтинского ГИБДД. 5 месяцев текущего года выдались неплохими. По статистике, число зафиксированных нарушений остается примерно в тех же пределах, как и в прошлом году. А вот число ДТП с материальным ущербом, жертвами и погибшими снизилось. В прошлом году было у нас, если взять за май месяц, 1595 ДТП с материальным ущербом. В этом году 1448. Погибло, значит, в прошлом 7, в этом 6. Но вот пострадало у нас, да, по пострадавшим, тоже есть снижение. То есть, получается, в 2014 году пострадало 134, в этом 82. Все погибшие, 6 водителей, они все находились в состоянии алкогольного опьянения. Число нетрезвых за рулем растет. В прошлом году зафиксировано порядка 1000 случаев вождения под шофе. За 5 месяцев 2015-го – 394. С 1 июля вступят в действие новые правила для тех, кто повторно ведет машину в опьянении, лишившись прав после первого нарушения. Ранее за это было предусмотрено административное наказание, теперь уголовная ответственность вплоть до реальных сроков. Предусматриваются санкции довольно жесткие, 200 или 300, от 200 до 300 тысяч штраф, либо удержание заработной платы за 1 год с лишением права заниматься определенными видами деятельности до 3 лет, либо обязательной работы до 480 часов, либо принудительной работы до 2 лет, либо лишение свободы до 2 лет. И все это связано еще и с лишением права управления, также до 3 лет. Также с июля будет введено в действие еще одно новшество – обязательное ношение световозвращающих элементов на одежде или вещах. Взрослые должны это делать вне населенных пунктов в темное время суток. Детям брелки, полосы и другие элементы нужно носить даже когда светло. В законе минимально допустимое число светоотражающих поверхностей на одежде или вещах не обозначается. Однако здесь важно делать акцент на безопасность. Для детей советуем, чтобы световозвращающие элементы у них были на обоих руках, световозвращающие элементы спереди и сзади. Это желательно. Взрослому трудно то, что одежды нету со световозвращающими элементами. Естественно, взрослый человек не будет пришивать на какое-то кашемировое или на кожаное пальто какие-то там наклейки, да. Соответственно, ему можно просто купить этот брелок, повесить его на сумку. Может быть не один, может быть хотя бы 2, то есть с 2 сторон сумки. Ужесточение законодательства коснулось и парковки на местах для инвалидов. Ранее за это назначался штраф от 3 до 5 тысяч. Теперь вилки не будет. Встал на неположенное место, выложи ровно 5000, а твою машину имеют полное право тут же эвакуировать. Места для инвалидов предназначены именно для них.